пожаловать в новый день. Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. В студии работает Катерина Винокурова. Приветствую всех, кто этим утром просыпается с нашей программой. 28 декабря на календаре, и сегодня отмечается Международный день кино. Эта дата стала исторической, поскольку именно в этот день, 28 декабря 1895 года, в парижском Гранд-кафе вышла первая кинокартина под названием «Прибытие почтового поезда». Об этом событии пишут следующее. Картина настолько ошеломила присутствующих, что от правдивости происходящего зрители выбегали на улицы, и их можно было понять, так как с экрана буквально на них мчался поезд. Ну а сегодня, согласитесь, нам так привычны всевозможные спецэффекты. Поздравляем всех причастных к кинематографу. Спасибо вам за то, что мы можем отдохнуть от работы, расслабиться, посмотреть хорошее кино, мультфильмы, сериалы. С праздником. Ну а далее знакомимся с прогнозом погоды на день сегодняшний. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 36, минус 47 градусов. Днем ожидается минус 31, минус 33. Заречье минус 37, 49 утром, днем 32, 42 градуса. В южных Улусах минус 37, 38 утром, днем минус 33, минус 35. В Вилюйских Улусах минус 27, минус 32 утром, днем минус 19, минус 27 градусов. В Нижнеленских минус 36, минус 41 утром, днем минус 17, минус 37. В западных минус 31, минус 36 утром, днем минус 26, минус 35 градусов. В Колымэ-Дигирских Улусах минус 32, минус 48 утром, днем минус 28, минус 39 градусов. В Янских Улусах минус 13, 30 утром, днем минус 16, минус 26. В северо-западных минус 15, 18 утром, днем минус 16, минус 23. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 45 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 41, минус 43 градуса. Актированный день сегодня объявлен для учащихся с 1 по 5 классы. Ну а далее хочу передать слово своим коллегам из информационной службы. Узнаем самые последние новости, а после встречаемся в нашей студии. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Минздрав России одобрил применение вакцины «Спутник Ви» для лиц старше 60 лет. Пожилые люди находятся в зоне риска. Именно у них заболевание чаще дает осложнения. Клинические исследования среди добровольцев этой возрастной группы прошли успешно. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах нашей страны. Между тем, переболевшим коронавирусом медикам дадут инвалидность. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу сегодня. Инвалидность по такой причине установят, если коронавирусная инфекция была подхвачена при исполнении трудовых обязанностей. При этом болезнь была подтверждена лабораторно или решением врачебной комиссии на основании КТ легких. Новое правило касается не только врачей, но также средний и младший медперсонал и водителей скорой помощи.
К другим темам получение налогового вычета предлагают упростить. Граждане смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья и оплату процентов по ипотеке с помощью личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы. Декларацию заполнять не придется. Налоговый орган сам проверит право человека получить вычет. Такой законопроект Госдума собирается рассмотреть на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию. Сейчас, чтобы получить вычет, гражданину нужно подать налоговую декларацию по НДФЛ и документы, которые подтверждают право на вычет. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает упростить эту процедуру для нескольких видов налоговых вычетов. 45 многодетных семей в Якутии приобрели автотранспорт на основе социального контракта. Господдержку могут получить семьи, которые воспитывают 10 и более детей, включая несовершеннолетних до 23 лет, обучающихся по очной форме. Сумма единовременной выплаты составляет почти 750 тысяч рублей. На эти цели в этом году предусмотрено более 3 миллионов рублей. В этом году, в 2020 году, получили 5 семей в нашей республике. Это 10 и более, семьи 10 и более и приемные семьи. Но в этом году приемных семей нету, заявок не было. В этом году размер выплат 745 тысяч стало. Мы с ними заключаем социальный контракт для улучшения быта семьи. С этого года мы будем получать только заявление от многодетной семьи, а все остальные документы мы сейчас истребуем по межведу из других организаций сами. Сегодня Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Длился он всего 6 минут. С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения. От немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки. Также соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. В следующем году россиян ожидают 7 коротких рабочих недель и 1 длинная. Как отмечает Роструд, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля. Отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20. Россиян ожидает 4-дневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта. Четырехдневными также будут первые 2 рабочие недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. В начале лета также будет короткая рабочая неделя. Это обусловлено празднованием Дня России 12 июня. Дело в том, что праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник, 14 июня. Подчеркивается, что в начале ноября будет 3-дневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства. При этом выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Россиянам напомнили, что первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7. В Роструде уточнили, что единственная в 2021 году длинная 6-дневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг, 30 декабря. А знали ли вы о существовании отеля, в котором круглый год Рождество? Удивительный тематический отель под названием In the Christmas Place находится в американском штате Теннесси. Название гостиницы напрямую связано с ее местоположением, так как она стоит прямо напротив крупнейшего на юге магазина рождественских украшений и подарков Incredible Christmas Place. Владеют и магазином, и гостиницей одни и те же люди.
Магазин был открыт порядка 30 лет тому назад, но идея создания еще и тематического отеля пришла хозяевам лишь в начале 2000-х. Они говорят, что к этой мысли их привели посетители магазина, которые часто говорили, что хотели бы остаться в нем на ночь. В 2007 году задумка была реализована. Теперь каждый желающий может встретить Рождество хоть в середине июля. Для гостей отеля владельцы придумали множество развлечений, среди которых концерты поющего Санта-Клауса, проходящие здесь дважды в неделю, семинары по правильной упаковке подарков, которые проводят эльфы, купание в бассейнах, окруженных наряженными елками и многое другое. В помещении установлен почтовый ящик, куда дети могут складывать свои письма Санте, а в ответ получить уже по электронной почте. Хотели бы остановиться в таком отеле? Я вот с радостью бы съездила когда-нибудь в середине лета. Далее предлагаю ознакомиться с астрологическим прогнозом на день 28 декабря. Для овнов сегодня день сложный и неоднозначный, особенно с деловой точки зрения. Вам хочется больших побед и заметных достижений, а приходится довольствоваться малым. Окружающие то ли не видят ваших успехов, то ли нарочно не обращают на них внимания, а это вас очень огорчает. Хорошая новость заключается в том, что успехи все же будут, иногда даже более выдающиеся, чем вы предполагали. Тельцы. День благоприятен с точки зрения финансов. Вы удачно решите любые вопросы, связанные с деньгами, придумайте и как заработать их, и на что потратить. Рассчитывайте только на свои силы, смотрите на вещи реально. Возможно, перемены к лучшему в личных отношениях, даже у тех, кто о них давно не мечтает. Близнецам не нужно сражаться со всеми подряд, даже если очень хочется. Лучше сосредоточиться на поиске союзников. Сегодня у вас есть шанс найти людей, которые пойдут за вами в огонь и воду, помогут и в достижении важных целей, и в решении текущих проблем. Ракам рисковать сегодня нужно чаще, чем обычно, и вам это совсем не нравится. Вы предпочли бы надежные методы и проверенные решения, а не сомнительные импровизации. Но выбирать не приходится, так что наберитесь храбрости и дайте волю фантазии. Львы, старайтесь не говорить лишнего, когда имеете дело с людьми, от которых хоть что-то в вашей жизни зависит. С важными делами постарайтесь справиться самостоятельно. Это может оказаться совсем не так сложно, как вы думали. Не обижайтесь на тех, кто обещал вам помощь, но не смог оказать ее. Тут дело в обстоятельствах, а не в чьей-то злой воле. Девы, если вы готовы довольствоваться скромными результатами, то не будете разочарованы. Маловероятно, что откроются какие-то новые перспективы, зато можно будет спокойно довести до конца то, что было начато раньше. Останется достаточно времени на общение с друзьями и романтические свидания. Для весов этот день не самый благоприятный и плодотворный, но очень комфортный. Мелкие неприятности возможны, но они не испортят вам настроение, не собьют с толку, а иногда просто останутся незамеченными. Можно покупать подарки для людей, которые вам дороги. Лучше сократить нагрузки. Сегодня многие готовы пойти скорпионам навстречу, поддержать ваши идеи или оказать помощь. Отчасти дело в вашем обаянии, отчасти в репутации человека, которого лучше видеть в числе друзей, а не врагов. Неплохо день подходит и для самостоятельной работы. День сложится удачно, если стрельцы не станут лениться. Успехи вполне возможны, но придут они не сами по себе, а в результате приложенных вами усилий. Лучше не откладывать на потом неприятные дела. Чем раньше вы за них возьметесь, тем проще будет справиться. Козероги, прежде чем браться за новое дело, подумайте, какого результата вы хотите добиться. К сожалению, сегодня высока вероятность того, что усилия это вы приложите, а вот получите совсем не то, к чему стремились. Неплохой день для творческих занятий. Можно вспомнить о каком-то давнем хобби или поискать неожиданное применение своим талантам. Водолеям общение с окружающими дается труднее, чем обычно. Даже старых друзей и хороших знакомых вы не всегда понимаете правильно. Не стоит обсуждать важные вопросы и уж тем более не пытаться найти решение, устраивающее всех. Лучше сосредоточиться на интересном деле и посмотреть, кто захочет к вам присоединиться. Именно этим людям предстоит сыграть важную роль в вашей жизни. Рыбы неохотно идут на уступки, часто ставят свои интересы на первое место и не считают нужным это скрывать. К концу дня кое-кто зауважает вас за проявленную твердость духа. Вероятно, необычные знакомства, встречи с людьми, которые поначалу покажутся вам странными, а потом всерьез заинтересуют.
Добро пожаловать в новый день. Желаю всем сегодня отличного настроения и продуктивного дня. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, а потому наш WhatsApp номер никто не отменял. 8 914 279 2262. Пишите, рассказывайте, как у вас дела, можете кого-то поздравить. Зачитаем все по возможности. Далее прерываемся на небольшую рекламную паузу. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Дуэт Фур. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Торговые ряды Кружала, улица Амосова, дом 1. Аксыне 30 күнігер ындыкасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірек супербилистері ойналар. Уан Тойота масына. Жекускайға 15 сыр участыға онтондатын сынала билистер. Ойнитуға кыттар матамир мағығын сертификаттара Жекускайға улустарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Энджиагар. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 тысяч рублей. «Торнадо». Алыптақ саңа жыл үйнер кейхетігер, қас бірді кейі кәрәні жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәләні әр саңа жылынан әғардалан тұран, барадығар беуін бұрығын адылы чәпчәтіні білдер. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. Сақабыт сайдам жонын уру ювелирне компания саңа жылынан әғардалыр. Үйері көті үктәлленен жол соргу кынаттанын чугас, таптыр жоңғытуғар уру седерей оңғықтырын бәләқ ұндың. Уру гүт тәнейдін. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир и сегодня подводим итоги года вместе с Ксенией Рахматуллиной, руководителем пресс-службы Главного управления МЧС России по республике. Ксения, доброе утро! Доброе утро! Ну, как правило, в конце года все мы подводим итоги. Вашим ведомством что можно сказать, что сделано, проделана, какая работа, да? В целом, если мы говорим о показателях чрезвычайных ситуаций и происшествий, мы остались на уровне прошлого года. Тем не менее, на 74% у нас снизилась общая гибель. Если говорить отдельно о пожарах и происшествиях на водных объектах, то эта цифра составляет по 4%. То есть, самый главный итог – это, конечно же, у нас снижение гибели людей. Вот. А количество эвакуированных и спасенных граждан свыше 1500. Это с пожаров, это на водных объектах. То есть постоянно наши сотрудники проводят мероприятия с населением, с гражданами, с поддержкой органов государственной власти республики, различных министерств, ведомств, добровольных организаций. И в целом, если говорить за всю республиканскую территориальную подсистему РСЧС, то как итог работы это действительно 1000 спасенных жизней. Впереди Новый год. Какие стоят планы, задачи и ждут ли какие-то изменения нас? В новом году действительно в нашем министерстве пройдут значительные изменения, касается это нормативных документов, в частности, в области гражданской обороны сейчас уже внесены изменения в Федеральный закон Республики о гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Также изменения коснутся безопасности людей на водных объектах. Ведомством уже внесены свои предложения в транспортную прокуратуру, Министерство транспорта Республики Саха-Якутия. То есть с 1 января мы ожидаем уже рассмотрения, и к июлю месяцу будут внесены коррективы в действующее законодательство республики на основании федеральных законов Российской Федерации. Но самые сильные изменения мы ожидаем в области государственного пожарного надзора, потому что полностью меняется подход. То есть остаются те системы, которые подтвердились на практике, да, касается это рискоориентированного подхода. Они остаются. Но также мы ожидаем новшества. То есть у нас сейчас будет 10 видов вообще профилактики и надзора в целом. С 1 января
уже вступают в силу изменения, поэтому мы рекомендуем предпринимателям, то есть организациям, руководителям организации уже ознакомиться с документами, вот, которые будут действовать с 1 января. Но впереди новогодние праздники. Знаем, что служба МЧС наряду с другими экстренными службами будет обеспечивать безопасность граждан. Как будет проходить работа? Наши подразделения будут функционировать в усиленном режиме. К сожалению, в последние 3 недели мы наблюдаем рост техногенных пожаров. То есть, насколько вы знаете, у нас в городе Якутске введен особый противопожарный режим из-за техногенных пожаров. В частности, у нас пожары происходят в жилом секторе, в гаражах вот, и на транспорте. Основная причина этих пожаров, к сожалению, это либо короткое замыкание, либо аварийный режим работы электрооборудования, обогревателей в частности. Поэтому мы призываем, конечно, граждан соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы праздники не омрачались трагическими последствиями. Вот. При использовании электроприборов, конечно же, нужно проверить тщательно их исправность. То есть сейчас у многих уже украшены дома, вот, есть елочки вот, с подсветкой, да, гирлянды. Соответственно, если вы приобрели уже, вот, то посмотрите на целостность вообще конструкции, как она выглядит. Вот если есть незначительный запах, то есть если вы не доверяете им, то лучше вообще не использовать подобное. Да? И еще хочу остановиться отдельно на таком моменте. Многие граждане у нас не знают номер вызова экстренных служб. Вы знаете? Нет. Как не знаете? 113. Да? 112. 112. Вот, попалась. Вот, да. Дело в том, что когда я неделю назад проводила профилактику, да, и лично выезжала в рейды, с кем мы не разговаривали, к сожалению, только одна женщина смогла ответить. Правильно, да? Да, правильно. Поэтому я лишний раз хочу напомнить о том, что единый номер вызова экстренных служб – это 112. И, кстати говоря, в течение этого года полностью на территории всей республики мы приступили к эксплуатации. Сейчас документы уже переданы в Москву вот, для подписания уже Министерством связи Российской Федерации. То есть заключительный этап у нас на положительном уровне мы находимся. Ну и это, конечно, радует. Ксения, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Отлично выглядите. Ждем вас в новом году по новым темам. Спасибо, отличного дня, плодотворной вам работы. Рождественский пряник, или его еще называют новогодний пряник, украшенный сахарной глазурью, угощение для детей и взрослых, принятый. Это приятный подарок на Новый год и Рождество, а также оригинальная елочная игрушка. У рождественского пряника, так же как и у всего, есть своя история. 28 декабря – день рождественского пряника. Этот кулинарный шедевр, украшенный сахарной глазурью, не только вкусное угощение для детей и взрослых или приятный новогодний подарок, но и оригинальная елочная игрушка. История этих пряников уходит вглубь веков. Их возникновение неразрывно связано с таким величайшим открытием человечества, как хлеб, который появился еще в неолитическую эпоху. Обычай дарить друг другу пряники родился в Западной Европе. Пряничных дел мастером имел право называться только тот пекарь, который владел собственной печью и оригинальным рецептом выпечки, хранившимся в глубочайшей тайне. Больше всех преуспели в этом деле пекари из немецкого города Нюрнберга, где в 1808 году на свет появился отличавшийся особо нежным вкусом и тонким ароматом пряник, названный пряником Элизы, то ли в честь дочери пекаря, которую звали Элиза, то ли в честь святой Элизы, покровительницы всех немецких пряничников. В 1996 году рецептура, технология и название этого пряника были защищены специальным законом, позволяющим изготавливать его только в Нюрнберге. На Руси же подобные пряники называли козули, и их приготовление считалось древним видом творчества. Первые упоминания о них встретились в источниках XII века. Обрядовым персонажем, который остается и в настоящее время, является коза. И козули имели целый обрядовый характер. Их пекли только один раз в году, на Рождество. В то время они изготавливались из ржаного теста. Представляют собой козули вырезные пряники в форме животных. Раньше, когда дети бегали по домам каледовать, они пели песенку:
птичка летела, хвостиком вертела, все люди знайте, козулю подайте. И получали в подарок пряники, а также их было принято дарить на новогодние праздники. Доброе утро, мы продолжаем. 28 февраля этого года свое 75-летие отметила кандидат исторических наук, народная артистка республики, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии «Золотой медали» фонда Ирины Архиповой, а также основатель музея музыки и фольклора народов Якутии Аиза Петровна Решетникова. Аиза Петровна с нами сейчас на прямой связи. Доброе утро! Доброе утро, Владимир. Аиза Петровна, мы вас поздравляем с юбилейным годом. Много событий, мероприятий прошло, да, в этом году в честь вашего дня рождения. Поделитесь, как и с чем, и чем вы завершаете этот год. С удовольствием. Знаете, уходит в историю такой странный год, полный страхов. Но в то же время все-таки мы больше стали заботиться друг о друге и вообще поддерживать друг друга, заботиться о заболевших и радуемся и выздоровлению друг друга, помогаем. Все стали волонтерами. И вот я думаю, что вот как-то странно действительно все. Нас отпустили, ну, домашние условия, в изоляцию, как говорится. Но и в то же время вдруг мы почувствовали, что нас очень поддерживает и любит государство наше. Нам платят еще и зарплату. И, конечно же, как вот, страна-то спалась, я думаю, за все это время. Но и, конечно же, открылось время для творчества, вот какие-то планы реализуются. И вот в этом году удивительно, конечно, вот как прошел этот юбилей мой. Для меня это всегда какой-то был стресс, но очень приятный, потому что люди помнят мою работу. И вот наш музей является детищем 60-томной серии. Вот памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Я хочу показать этот том фольклора юкагиров. И сама я написала, 4-й вот том был посвящен эпосу Кыздыбелие. И вот в каждом томе в таком пишут статьи сначала фольклористы, филологи, а обязательно при этом присутствует статья музыковедов. Это именно отличает вот эту серию из всех других изданий подобного академического типа. Оказалось, что именно музыкальная сторона является сильной стороной вот этого фольклорного, так сказать, издания. И я думаю, что вот то, что случилось со мной, я вот теперь обрела действительно новую специальность музыковеда, вот фольклориста. И, конечно же, именно эти достижения в области понимание по-новому вот музыки эпоса, я знаю его с детства, да, я знаю, как поют богатыри, вот люди среднего мира, как поют в верхнем мире, джеретен, да, вот с этим кылыгахом, вот этими какими-то удивительными обволакиванием таких фальцетных звуков сверху, а богатыри Авага, они поют совершенно по-другому. Я назвала этот стиль, у него не было названия, имитацией кутуру, имитацией пения черных шаманов, и назвала буквой «Б». И, конечно же, вот женщины Абага пели в таком вот, как будто карикатура на танец осохой прыжком. Но это все уже давно становится уже привычным. И мы приступили также затем к эпосу ивенкийскому, нингаканам. И вот мы разработали, и вот сейчас скоро выходит, надеюсь, встретимся на вот презентации учебного пособия, где QR-коды, потому что этот эпос записан и по-русски, и по-ивенкийски, и еще к нему вот автор был записан
записан на магнитофонную пленку. Все это соединится, и будет такое учебное пособие. Такими кусками будут дети учить под наблюдением своих педагогов. И так вообще возродится исполнительская манера эпоса Нингакан. Вот мы к этому идем, и такая радость нас ждет в этом году. И в будущем году. Аиза Петровна, 28 февраля вы отметили свой юбилей, и нужно отметить, что как раз после этого началась пандемия, да, все вовремя успели. Да. Угу. И вот пандемия так как-то почему-то вот позволила мне провести свой юбилей на сцене оперного театра. А вообще этот год подарил нашему музею еще и... Мы выиграли грант президента России на создание мультфильма о сказании вот о богатыре Юкагиров Эдельвее. И вот мы завершили, и вот сегодня фактически вот мы приглашаем вас. У нас завтра будет Zoom в 12 часов в Музее музыки и фольклора. Если хотите, пожалуйста. И вообще вот мы на днях посылаем этот мультфильм. Будет Zoom у нас для юкагирских школ Нелимного. Села Нелимна — это средняя школа имени Теки Адулока. И, значит, для средней школы села Андрюшкина, тундриных юкагиров. И вообще вот это само явление по себе очень значимое, потому что эти рукописи, которые ученые, которые записали 5 вариантов сказаний об Эдельвее, вот Афанасий Николаевич Локтев и Гаврил Николаевич Курилов, они настолько долго хранились вот в архиве Якутского научного центра, что все как-то даже подумали, что у юкагиров нет эпоса. И но это удивительный совершенно цикл сказаний, и мы счастливы, что впервые в истории после нашего мультфильма «Нюргун Батур» и вот и венкийского эпоса вот мы выпускаем для детей юкагирских школ вот этот анимационный фильм о сказание об Эдельвее. Их будет 5 серий, так что вот первая серия, основная, вот этот наш отчет фактически начинается по гранту президента России, который предоставили нам средства на закупку вот аппаратуры для анимации. И работает с нами, значит, очень хороший у нас художник, этнограф, который все детали костюмов, там все это вот уже все воплотила в своих эскизах. И вот аниматор Анна Алексеева, выпускница Ленинградского института кинематографии. Так что мы вас приглашаем в будущем. Следите за нашей вот рекламой про все эти наши презентации анимационных фильмов, выставок и других. Ну, а спасибо, Аиза Петровна. Мы вас поздравляем еще раз с вашей юбилейной датой. Оставайтесь такой же красивой, энергичной еще много-много лет. Приглашаем всех присоединиться к презентации мультфильма. Ну а далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Минздрав России одобрил применение вакцины «Спутник Ви» для лиц старше 60 лет. Пожилые люди находятся в зоне риска. Именно у них заболевание чаще дает осложнения. Клинические исследования среди добровольцев этой возрастной группы прошли успешно. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах нашей страны.
Между тем, переболевшим коронавирусом медикам дадут инвалидность. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу сегодня. Инвалидность по такой причине установят, если коронавирусная инфекция была подхвачена при исполнении трудовых обязанностей. При этом болезнь была подтверждена лабораторно или решением врачебной комиссии на основании КТ легких. Новое правило касается не только врачей, но также средний и младший медперсонал и водителей скорой помощи. К другим темам получение налогового вычета предлагают упростить. Граждане смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья и оплату процентов по ипотеке с помощью личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы. Декларацию заполнять не придется. Налоговый орган сам проверит право человека получить вычет. Такой законопроект Госдума собирается рассмотреть на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию. Сейчас, чтобы получить вычет, гражданину нужно подать налоговую декларацию по НДФЛ и документы, которые подтверждают право на вычет. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает упростить эту процедуру для нескольких видов налоговых вычетов. 45 многодетных семей в Якутии приобрели автотранспорт на основе социального контракта. Господдержку могут получить семьи, которые воспитывают 10 и более детей, включая несовершеннолетних до 23 лет, обучающихся по очной форме. Сумма единовременной выплаты составляет почти 750 тысяч рублей. На эти цели в этом году предусмотрено более 3 миллионов рублей. В этом году, в 2020 году, получили 5 семей в нашей республике. Это 10 и более, семьи 10 и более и приемные семьи. Но в этом году приемных семей нету, заявок не было. В этом году размер выплат 745 тысяч стало. Мы с ними заключаем социальный контракт для улучшения быта семьи. С этого года мы будем получать только заявления от многодетной семьи, а все остальные документы мы сейчас истребуем по межведу из других организаций сами. Сегодня Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Длился он всего 6 минут. С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения. От немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки. Также соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тударыт күндү ата. Далбар хотун эдерген кысоғыттон, эрге сүттер кемче кийиттен, оғытун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун сурналы. 20 тысяч бонусных рублей каждому на ювелирные украшения. С 14 по 20 декабря в салонах «Золотник» уже идет новогодняя распродажа. Оплатите бонусными баллами за украшения. Ювелирные салоны «Золотник». Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЯКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Олимп Мебель. Огромный выбор мебели для дома и офиса по максимально выгодным ценам. Ведь именно сейчас действуют новогодние скидки до 30% на весь ассортимент. Олимп Мебель.
Алыптаах саңа жыл үйнер кейхетигер қас бірді кейхи кәрәні жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәлән ехір саңа жылынан ағардалан тұран, барадығар беуғын бұрығын адылы чәпчәтіні білдер. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. Доброе утро, мы продолжаем. В 2019 году в России начали открываться первые культурные учреждения нового типа, так называемые модельные библиотеки. Обновления произошли в рамках национального проекта «Культура», который предполагает создание более сотни обновленных библиотек каждый год в течение ближайших 5 лет. Более подробно об этом мы сегодня говорим с первым заместителем министра культуры и духовного развития Владиславом Левочкиным. Владислав Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. По национальному проекту, да, «Культура» Якутия не стала исключением. Сколько библиотек за это время получили статус модельных и сколько средств выделено на это? Ну, в прошлом году, вы знаете, начался национальный проект «Культура», впервые вообще в истории России. И мы очень рады тому, что в этом году значительно мы расширили количество модельных библиотек. В прошлом году у нас по федеральному софинансированию появилась одна модельная библиотека, в этом году уже 10. Ну, 10 из них профинансированы за счет федерального бюджета, а 10 за счет республиканского. Есть определенные условия, где республика тоже должна обеспечивать софинансирование. И, конечно, мы очень рады тому, что вот в этом году мы значительно продвинулись. 10 библиотек. Это самое большое количество по Дальнему Востоку, нас отмечают. И у нас вот появились модельные учреждения нового типа в библиотечной сфере в Якутске, в Тикси, в Намском районе, в Усть-Алданском. В Якутске 2 библиотеки, а также Тампонский, Алданский, Алюкминский районы тоже участвовали в этом проекте. И, в принципе, все наши заявки, которые мы направляли на федеральный конкурс, то есть распределение происходит на конкурсной основе, они все удовлетворены. И мы еще, мало того, мы получили в этом году также подтверждение и прошли конкурс на то, чтобы в следующем году у нас появилось еще 9 модельных библиотек. Вот совершенно свежая информация. На прошлой неделе состоялся конкурс на республиканские средства. Они тоже были разыграны на конкурсных условиях. И вот в общем числом 9 модельных библиотек уже появится. И если будут дополнительные конкурсы, мы тоже будем подавать документы. Владислав Валерьевич, ну все мы знаем, что Якутия стала самым читаемым регионом, да? Да. А по каким критериям это оценивалось и играет ли здесь роль библиотек? Конечно, библиотеки у нас составляют вообще, дают нам наибольшее количество посетителей среди учреждений культуры, поскольку библиотечная сфера вообще у нас очень развита, и действительно люди очень активно читают. Если сейчас, вот, допустим, участвовать в зумах, в конференциях, которые у нас проводятся с федеральными известными авторами, то можно удивиться, там буквально сотни человек. Действительно очень популярное, тем более сейчас вот в условиях пандемии, занятие — это чтение. И еще один прорывной проект в этом году Национальная библиотека реализовала, вы знаете, это переводчик на платформе Яндекса с якутского на русский, с русского на якутский язык. Это тоже вообще использована уникальная технология. Сейчас этим опытом активно интересуются другие национальные регионы. Как раз таки создать эту систему позволила библиотечная система, поскольку там есть определенные параметры по каталогизации фондов, поскольку используются библиотечные тексты и сопоставляются для организации такого вот перевода электронного. Владислав Валерьевич, но в этом году сельская модельная библиотека филиала номер 13 «Библиополе» централизованной библиотечной системы города Якутска прошла также дополнительный конкурсный отбор национального проекта «Культура». И я предлагаю сейчас связаться с заведующей данной библиотекой Марией Тимофеевой. Она с нами выходит на связь. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Ага. Ну, расскажите, как велась работа, да, по исполнению пунктов конкурсного проекта, ну и когда, соответственно, ждать открытия Библиополя? Спасибо. Хотелось бы, конечно, начать с того, что в 2019 году наша библиотека переехала в новое здание Дома культуры, и
И тогда же дирекция библиотечной системы города Якутска, филиалом которого мы являемся, предложила нам участвовать в национальном проекте «Культура». Конечно, это большая честь и удача принять участие в таком конкурсе федерального уровня. Даже если бы мы не прошли, то получили бы огромный опыт. Но, как оказалось, наша библиотека все-таки прошла конкурсный отбор и получила на модернизацию 5 миллионов. И, конечно, прежде всего была разработана концепция модернизации библиотеки, идея которой состояла в том, чтобы создать информационно-историко-краеведческий центр на селе. Мы взяли за основу краеведческую составляющую, так как с 1993 года основным направлением работы библиотеки является именно краеведение. И на данный момент у нас накоплен большой объем данных по истории Малой Родины. Это и воспоминания жителей села, старинные предметы быта и архивные документы. Была издана книга-альбом «Маганцы в боях и в тылу», брошюра «Коллекционеры села», издается местная газета «Маганский вестник», которая является своеобразной летописью нашего села. И затем мы разработали дизайн будущего преобразования библиотеки. И так как площадь помещения в новом здании 130 квадратов не позволяла нам полноценно разместить и весь книжный фонд, и развернуть в полной мере краеведческую экспозицию, то, конечно, мы решили сделать пространство в формате open space, в которой решающую роль играли 3 принципа. Это открытость, мобильность и полифункциональность. То есть мы создали открытое пространство с мобильной мебелью, которая за 5-10 минут превращается из читального зала в зал для мастер-классов, например, или для лекций и проведения тематических вечеров. Для фонда были предусмотрены высокие стеллажи до потолка. Мебель мы полностью обновили, стеллажи, читательские столы и стулья, ну и так далее. Также был обновлен и технический парк. Моноблоки, были закуплены новые моноблоки для пользователей, для сотрудников. Из новинок у нас появилась интерактивная сенсорная панель, интерактивный виртуальный проектор с напольным проецированием и обучающей программой, акустическая переносная система и цифровой фотоаппарат. А главная новинка – это, конечно, мини-типография, с помощью которой мы будем издавать малые формы библиографии, брошюры по краеведению и также местную газету. Мария, по всей вероятности, все пункты выполнены, да? Когда мы ожидаем открытия, когда, наконец, посетители смогут насладиться? Ага, все пункты выполнили в сжатые сроки, и открытие официально состоялось 25 декабря в онлайн-формате. Запись можно будет посмотреть на YouTube-канале Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Ну а библиотека для пользователей, мы сейчас работаем в ограниченном режиме, и для пользователей мы откроемся после снятия ограничительных мер. Спасибо, Мария. Отличной вам работы. Спасибо за подключение. Владислав Валерьевич, ну, по завершению нашего разговора, да, какой эффект дал реализация данного проекта? Модельные библиотеки – это новый стандарт обслуживания посетителей, поскольку действительно растет уровень комфорта в среде. Ну и надо сказать, что вообще современные красочные, яркие издания, допустим, детские, да, это достаточно дорогое удовольствие, поэтому не затрачиваясь на покупку отдельных изданий, каких-то развивающих игр, население может посещать такие центры. И, в принципе, эти центры, их задача – стать общественными центрами для общественной работы. У нас есть тоже отдельное направление в этой связи, и мы хотели бы его развивать. То есть должны быть комфортные условия для проведения досуга, для семейных занятий, для развития детей. И вот как раз-таки модельные библиотеки, они в первую очередь направлены на это. То есть они приобретают оборудование, как было сказано. Есть библиотеки, которые приобрели, допустим, 3D-камеры, 3D-очки для виртуальных занятий, сенсорные полы, интерактивные игры. Это очень интересное такое направление, которое в любом случае будет привлекать детей, давать им необходимую разгрузку. И самое главное, все эти услуги можно получать бесплатно, совершенно бесплатно в библиотеках.
Владислав Валерьевич, спасибо вам за полезный разговор этим утром. Благодарю вас за то, что посетили нашу студию. Увидимся в новом году. Отличного вам дня. Согласитесь, рождественские улицы самые красивые. Предлагаю перенестись с нашего северного, морозного, но красивого края и прогуляться по праздничным улицам Финляндии и Японии. Здравствуйте, дорогие земляки и якутяне! Мы находимся в самом центре столицы Финляндии, Хельсинки. Я вот снимаю специально для вас. Так что привет из Финляндии! Ура! Хоть и коронавирус, пандемия, все равно жизнь продолжается. Вот северные олени здесь стоят, сияющие, сияют. Елочка вся блестит. Все равно очень новогоднее настроение. Вот так наш город украсили. Как видите, не так уж и много людей на улице. В самом центре города находится очень большой торговый центр в Стокмане. Вот. Обычно на Рождество всегда бывают большие крупные ярмарки, но так как пандемия, тут выставили несколько лавочек. Небольшая рождественская ярмарка. Сейчас мы покажем, как выглядит наш город, в котором мы живем. Это мы с Валентиной гуляем в центре города, в Хельсинки. Смотрите, всем привет! Валентина, скажи. Всем жителям, якутянам в разных странах привет и с Рождеством. Да, привет. Ура! Мы желаем вам счастья, крепкого здоровья, исполнения желаний. Так что привет вам, пламенный, с Финляндии. Вот церковь наша. Вот. Вот, мы пришли в церковь. Очень красиво. Это финские рождественские вкусняшки. Дорогие якутяне, с Рождеством и с Новым годом. А по-фински это звучит «Hyvää joulua ja uutta vuotta». Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll... Доброе утро. Продолжаем наш эфир. Перед тем, как попрощаться, предлагаю ознакомиться еще раз с прогнозом погоды на день 28 декабря.
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 36, минус 47. Днем ожидается до минус 31-33. В Заречье днем 32-42. В Южных минус 33, минус 35. В Вилюйских минус 19, минус 27. В Нижнеленских минус 17, минус 37. В Западных минус 26, минус 35 градусов. В Колыменде-Гирских минус 28, минус 39. В Янских минус 16, минус 26 градусов. В северо-западных минус 16, минус 23 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 45 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 36, минус 38. Актированный день сегодня, напоминаю, объявлен для учащихся с 1 по 5 классы. Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Далее передаю слово своим коллегам из якутского блока. Отличного вам дня сегодня и хорошего настроения. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.